Итак, это город Сан-Димас, Калифорния. Город, который известен своими зданиями в таком ковбойском стиле. Двухэтажные здания в ковбойском стиле. Вот некоторые из них вы видите. И сейчас мы тут немножко пройдемся по этому городу и посмотрим, что здесь есть. Вообще надо сказать, что город Сан-Димас, население у него 34 тысячи человек. Вот, он находится в пригороде Лос-Анджелеса, примерно 40 миль на восток от Лос-Анджелеса. Окружен, по крайней мере, с одной стороны горами. Вот там вот такие вот горы. Когда будет... Видите, там горы, да? Вот такие вот горы. Вот. И сейчас мы немножко пройдемся, поснимаем. Я хотел поснимать музей, который вот справа, железнодорожный музей. Но, к сожалению, он закрыт. Я туда смог зайти, но телефон был разряжен, поэтому как бы видео я не мог снять. Вот сейчас я телефон зарядил, захожу, а там уже заперто. Он работает только по субботам. Сегодня не суббота. Owner's Shop. Вот этот музей, Pacific Railroad Museum, City of San Diego, про который я говорил. И вот это здание, видите, там написано Сан-Димас. Это здание было построено, по-моему, в 1880 каком-то году. То есть ему более 100 лет, ну, около 130-140 лет. Это здание железнодорожного депо. Вот. Внутри там ничего особого нету. Но, в принципе, можно что-нибудь соснять. Вот. Как бы там разные фишечки, связанные с железным строительством и так далее. Вернее, с как бы ЖД вокзал. Вон написано Сан-Димас. Видите, написано, работает только по субботам. Хотя вот я первый раз заходил, было открыто. И, в принципе, я смог зайти, посмотреть. Они впустили. Сейчас, видимо, ушли на обед. Вот так вот это выглядит здание. Давайте теперь посмотрим вот этот вот бульвар, где как раз много двухэтажных зданий интересных. Бонита-авеню. Ну, здесь уже современные разные студии, магазинчики, кафешки. Но все вот такое двухэтажное. В таком в ковбойском стиле. Видите, вы by Gold, Silver Estates. И вроде даже открыто, да? Нет, заперто. Хотя там человек есть. Видите, вот такое деревянное здание, явно древнее.
San Dimas Grain Company. А внутри такой обычный магазинчик. С попугайчиками. Да. Часы прикольные. Morales Law Firm, юридическая фирма Morales, Injury Attorney. То есть это вот опять люди, которые занимаются ранениями, которые получены, допустим, при авариях на автомобилях там и прочее. Это целый бизнес. Смотрите, Bank of America в таком интересном здании располагается. В старом стиле таком. Nubia Skin, San-Diego, San Dimas Mercantile, Bonita. Sweet Savory and Cafe Bakery. Можно зайти и покушать. Знаете, здесь прохладно. Hi. Very beautiful. Okay. А здесь вот выход, здесь кафешка. Hi. Люди приветливые, да, интересно. Второй этаж. Но не будем слишком долго задерживаться, иначе видео у нас будет слишком длинным. Средний доход здесь на душу населения $100 000 в год. Это до вычета налогов. Я успел у искусственного интеллекта все спросить. То есть такой относительно богатый городишко, ну и население тут небольшое же, как я говорил, 34 000 человек. Платьишки. Ну, платьишки. Платья, еще конкретные платья. Видите, какие, да? Оптометрия. Это те, кто занимается очками. Ray-Ban. Italian Dining. Итальянский ресторанчик. Здесь мы вот видим Old Town Antique. Заправочная станция. АЗС. Цветочки. Тут вот какие-то древние машины такие, видите? Еще много разных машин. Здесь, наверное, эти машины как-то обслуживают. Бонита-авеню. Дорога продолжается. Естественно, tax office. Потому что все это содержится за счет налогов. Tax office. Обратите внимание, бомжей нету.
То есть это город, который небольшой, поэтому, видимо, тут как-то бомжей особо и нету. Starbucks кофе. Смотрите, какие стволы у деревьев, да, конкретные. Theory Studio for Hair. For hair. Студия для волос. Какая-то кафешка. Himalayan кафе. Гималайское кафе. JB Building. И вот здесь магазинчик $3. Такой магазинчик, где раньше продавали все за $1, сейчас немножко дороже. Опять же, все двухэтажное такое. Вот впереди US Bank. Бонита. В принципе, вот таким вот образом выглядит улица Бонита города Сан-Димас в Калифорнии, надо сказать, в Южной Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса, по-моему, 40-45 миль к востоку от Лос-Анджелеса. Я думаю, сейчас надо прийти на другую сторону, потому что здесь снимать уже как-то... Здесь что, парковка? Снимать не особо интересно. Вот единственное, там, видите, даже вот эти здания в таком стиле, ковбойских стилях. И вот там вот стоит такая штука, Сан-Димас написано. А там вот летит вертолет. Ой-ой, видите. Мы же законопослушные люди, поэтому ждем, когда будет зеленый цвет. Тем более за всем бздят такие вот камеры. Вот. И вот сейчас будет как раз зелененький цвет. Вот тоже, смотрите, здание US банка, да, деревянное. Представляете, деревянное здание банка. Где вы это видели? Муниципальный паркинг. В общем, прикольно.
Бонита, кофе. Вейпы. Эти вейпы, которые очень модные. Гималая, индийская и тибетская еда. Эти статуи Будды здесь стоят. Вот так тут все выглядит. Himalayan Collection. Это вот типа парикмахерской теория. Шериф Леви Варгас. Каролин Васкес. Это какой-то бьюти-салон. Барбершоп. Парикмахерская. Хай. Видите, они какие? Они приветливые. Поднимают руку. Не во всех районах Лос-Анджелеса так происходит. Вот поверьте мне, есть районы Лос-Анджелеса, если там вы будете идти снимать на телефон, вас просто отнимут телефон. А здесь вот очень милые гостеприимные люди. Они вот поднимают руку, здороваются. The tax offices, nail spa, ну и так далее. Тут я даже не знаю, что снимать. Вот здание, смотрите, какое интересное. То есть здание, на него как бы нанизано растение. Мексиканская еда, видите, Green Mexican cuisine, ну и так далее. Огромные пальмы. Вот в плане дизайна очень красиво. А вот то здание, которое впереди, тоже шикарное просто. Автомобиль по форме интересный. Ну и вот это вот здание тоже такое классное, да? Смотрите. Ну а вдалеке, естественно, горы. Красота. Давайте быстренько перейдем дорогу. Chevron. Обратите внимание на цены, да? Цены уже не те, как говорится. А то ли еще будет. То ли еще будет, я хочу сказать. Конечно, это не смешно. Ну. По поводу цены я имею в виду. Мы шли в ту сторону, снимали дома с этой стороны. Сейчас мы снимаем дома, которые были на той стороне, как бы издалека. Двухэтажные вот эти вот. Поэтому, в принципе, все логично. Это мы идем по улице Бонита, туда-сюда, в городе Сан-Димас. Old Town Antique Mall. Антиквариатный молл города Сан-Димас. Антиквариат. Ну, давайте не будем туда заходить, а то это затянется. Можно пройти сюда. Вот тут сразу чувствуется такая прохлада, потому что здесь тень. Да, и фотоны тут не ударяются, солнечные фотоны.
Лучи света сюда не доходят, поэтому не слишком жарко. Ну, доходят, но не делают, не так концентрированно, скажем так. Bank of America. А внутри все так же, как в обычных зданиях. То есть, вот как бы... Да, вот такой вот, видите, современный офис. Все как обычно. То есть нельзя сказать, что там со счетами кто-то сидит и считает ваши деньги. Хотя вот снаружи выглядит, смотрите, да, какой стиль. Чисто кирпич. Вот это здание, которое там справа. Тоже антик, тоже антиквариат. Много всего здесь продается. Это, не будем заходить. Тоже такой антикварный магазинчик. Возьми. Все в основном говорят по-испански. Computer Village. A few nice things. Florist. San Dimas Hardware. Yeti Authorized Dealer. Видите, гидрокран для пожарных машин. Вон то здание депо железнодорожного, где сейчас музей, видите, написано Сан Димас. Оно было закрыто. Там, где мы были в начале этого видео. Площадочка. И вот еще такое здание. Тоже интересное. Lawn Mower Shop. Sales and Service. Это вот все, что связано с lawn, то есть это с лужайками. Газонокосилки, грубо говоря, с газонами. О, вино здесь. Tasting room. Closed. Видите? Вот это здание тоже шикарное, смотрите. Такое, ну, скажем так, не совсем новое. Такое античное, но не античное в плане не греческое, не древнегреческое, а вот в стиле антик. Здание в стиле антик. Такое
Wagon Wheel Square. Wagon Wheels. Помните, да, такие печеньки? Ковбой, там, прочее. Вот она такой вот. Давайте даже попробуем подняться, если можно. Фолис. Такое здание, как в вестернах. А вокруг, смотрите, какие посадки, да? Какие вот эти вот деревца такие прямые. Просто как они это делают, я поражаюсь. Вот давайте просто потрогаем, чтобы убедиться, что это настоящее дерево. Это не... Это настоящее дерево, не корнями уходит в землю, которая как бы вот так вот его сделали, что оно прямо полностью в такой форме вырастает. Обтесанное, грубо говоря. И вот такое вот здание. Я даже, наверное, небольшой селфи на этом фоне сделаю. Вот смотрите, да? Здание. И себя на этом фоне немножко. Такое вот интересное. Камера стоит. Тут нигде не написано, что сюда нельзя. No trespassing. То есть после 6 вечера нельзя заходить. С 6 до 9 вечера. Вот. Сейчас время другое. Поэтому можно зайти наверх отсюда и немножко поснимать. Skin Radiance by Marina. Причем это реально действующее здание. Внутри тут наверняка есть какие-то услуги. Что-то продается. Sugarloaf. Шугаринг, скорее всего, да? Sugarloaf. Такой салон древнековбойский. Но офис. Джордж Хуанг. Вот зная то, что там небольшое количество колонн стоит, мне опасно вот здесь ходить, потому что колонны там вроде как деревянные. Вот, давайте я их сниму. Видите, все держится на вот этих деревянных колоннах. Поэтому, а площадь тут большая, как бы все это не обвалилось. Mesa Inspection. Oh, it's open. Hi. Здесь у нас Diaz Architect. Diaz это фамилия, не Камерон Диас, а какая-то другая фамилия. Может быть мужчина, может женщина. Да, и смотрите, здесь у нас вдалеке видны горы. В принципе, немного где видны. И дом с солнечными панелями. Просто шикардос. На горах, видите, тоже такая инфраструктура. Там тоже горы, облака. Там должно быть очень жарко. Я вам, как человек, который раньше ходил на хайки, и, надеюсь, в будущем тоже будет ходить, могу сказать, там жарковато на некоторых горах. Вот, так что вот такое здание мы с вами засняли со второго этажа. Вот это реальное дерево. Вот такие деревянные столбы. Ну, давайте мы, наверное, сейчас уже будем немножко заканчивать.
потому что здесь уже снимать особо-то и нечего. Вон там вот дальше интересный мост, по которому ездят поезда. Не зря же вот там находится железная дорога, музей железной дороги. Вот. И наверное, сейчас мы будем заканчивать. И я вам только сейчас хочу сказать еще раз напоследок, что это была улица Баника в городе Сан-Димас с населением 34 тысячи человек, который находится в Калифорнии, где-то примерно 40-45 милях от Лос-Анджелеса. Город, который известен вот именно этой улицей, в основном с двухэтажными домами, собственно, вот поэтому мы это и сняли. Вот, то есть я думаю, так прикольно.